Бисмиллах, альхамдулиллах, вассаляту вассаляму аля расулиллах. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сегодня 16-й урок. Тема сегодняшнего урока аль-ихфа, сокрытие. Это 4-е правило из правил нун сакина и танвина. Первый у нас был идлгам, там были 6 букв. Это я, ра, мим, лям, вау, нун. Потом было правило икляб, там была одна буква. Третье изхар, там были 6 гортанных букв. Хамза ха, айн ха, гайн ха. В это правило ихфа входят все оставшиеся буквы. Их 15. Ихфа. Если после нунсакина или танвина следует одна из этих 15 букв, это буквы та, са, джим, даль, заль, зай, син, шин, сод, бод, о, зо, фа, оф, каф, то необходимо с нуна или танвина перейти к месту образования последующей за ним буквы, при этом удлиняя назализацию на 2 огласовки. Например, слово ман, потом сакулят. Нун сакина, за ним идет буква са. Са у нас одна из 15 букв. Махрадж буквы са – это середина резцов. Кончик языка с кончиком верхних резцов. Или можно сказать межзубная буква. То есть кончик языка уходит между 2 резцов. И при удлинении нун язык у нас должен автоматически перейти к махраджу буквы са. Например, ман сакулят. Ман сакулят. То есть при произнесении буквы нун, то есть удлинение нун, ман, в это время у нас язык должен находиться между резцами. Ман сакулят. Чтобы при удлинении нун и сразу же плавно перейти к букве са. Ман сакулят. Потом следующее слово анзальнаху. Махрадж буквы зай – это кончик языка с внутренней частью нижних резцов. Анзальнаху. То есть при произнесении нун, при удлинении нун, язык должен находиться в внутренней части нижних резцов. Анзальнаху. Потом третий. Ан салатихим. У буквы сад такой же махрадж, как у буквы зай. Просто буква сад – это полнозвучная буква, твердая. Ан салатихим. И здесь еще один момент. Если после нуна идут твердые буквы, то есть полнозвучные буквы, например, сод, бод, то, зо, ков, то удлинение нуна должно быть полнозвучным. Не просто ан салатихим, а ан салатихим. То есть язык, у нас задняя часть языка должна приподняться немножко. Ан салатихим. Потом янзурун. Здесь также буква «зо» такой же махрач, как у «са», то есть межзубная буква. И это твердая буква, поэтому звук должен быть полнозвучным. Янзурун. Янзурун. Потом антум. Антум. Потом наран зата. Наран зата. Потом دكان دكا دكان دكا كتب قيمة كتب قيمة لقول فصل لقول فصل. من الآيات فإن كان لكم كيد فكيدون. اللي جاء روايات فلينظر الإنسان مما خلق. И сейчас мы прочитаем некоторые аяты из Мусхафа.
И мы почитаем именно те аяты, где присутствует правило аль-ихфа. Первое — это суратуль фалак. Здесь почти в каждом аяте есть правило аль-ихфа. Например, Бисмиллахир рахманир рахим. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. Здесь من شر после нуна идет буква шин. Шин — одна из 15 букв аль-ихфа. Махрадж буквы шин — это середина языка с противоположным твердым небом. Поэтому мы сразу должны подстроить под махрадж. Мин шерри. Мин шерри. Третий аят. Ва мин шерри гасикин иза вакаба. Гасикин. Здесь у нас правило аль-изхар. То есть читаем ясно, без изменения. Потом. Ва мин шерри наффасати фил уқад. ومن شر حاسد إذا حسد. Дальше также правило ихфа есть в третьем аяте суратуль Масад. Саясля наран зата лахаб. Здесь наран удлиняем назализацию танвине. То есть после танвина идет буква заль. Заль — одна из 15 букв ихфа. Поэтому, переходя на махрадж, сразу же удлиняем. Наранзата. Буква заль — это межзубная буква. Поэтому при удлинении назализации язык должен стоять между зубами. Наранзата. Так, дальше. Это правило также встречается в суратуль Ма'ун. Пятый аят. الذين هم عن صلاتهم ساهون. То есть عن صلاتهم. Здесь у нас удлинение нун бывает полнозвучным из-за того, что за ним идет твердая буква صاد. عن صلاتهم. Так, дальше. Второй аят. Сурат аль-Аср. إن الإنسان لفي خسر. إنسان. И прочитаем еще один пример, шестой аят. فأما من ثقلت موازينه. من ثقلت. И здесь совершим урок. والحمد لله رب العالمين.